Эти необычные звуки – не что иное, как монгольское горловое пение. Хумий существует столько же лет, сколько существует Монголия. Песенная традиция передается из уст в уста, от учителя к ученику. В переводе хумий означает «горло». Техника пения имитирует звуки природы. При этом исполнитель издает два отдельных звука – непрерывное гудение и гармоническую мелодию. Хумий включает 4 вида звуков. Шаха. Шаха, хума. Сейчас через нос. Сейчас сами сигрет. Вот здесь сразу 2 ноты уже идет. Слышно, да? На первый взгляд кажется, что в этом нет ничего сложного. На самом деле все не так просто. Но результат того стоит. Мастер говорит, что горловое пение может быть опасно для вашего здоровья, поэтому лучше тренироваться с обученным экспертом, мастером. Но в то же время, на самом деле, весь этот процесс, он довольно забавен, и даже у такого, скажем так, бесталантного на музыкальные изыски человека что-то в итоге начало получаться. Ну, конечно, не такого мастерства. Такого мастерства достигнуть сложно. Лучше не пробовать. Классический индийский танец Бхаратаньятам шедевром ЮНЕСКО не является, а все потому, что это древнее искусство, возникшее более 2000 лет назад, было утеряно в период колонизации Индии англичанами. Изначально носителями и исполнительницами танца были служительницы храмов, которые танцевали его перед ликом Бога. Каждая семья почитала за честь отдать свою дочь в Девадасе, храмовые танцовщицы. Они пользовались всеобщим уважением и почтением. Англичане превратили служительниц богов в обычных наложниц. Танцы стали восприниматься как нечто непристойное, и люди уже не стремились отдать своих дочерей в танцовщицы. Традиция начала умирать. Возрождение этого красивого танца началось 200 лет назад, благодаря усилиям Рукмини Деви Арундейл. Благодаря ей сегодня Бхаратаньятам становится популярным во всем мире. То, что мы видим в болливудских фильмах и считаем индийскими танцами, к классическому танцу имеет такое же отношение, как балет к диско. Техника исполнения современного Бхаратаньятам включает в себя 9 позиций, передающихся при помощи движений тела, мимики и жестов. Чтобы овладеть искусством танца в совершенстве, нужно заниматься не 1 год, как, впрочем, и любым другим искусством. И Сиа убедилась в этом лично. Заметно, как я вспотел, даже самые первоначальные движения, это действительно очень физически сложно. Вот эта вот хрупкая женщина, которая ведет занятия, на самом деле она очень-очень сильный человек, я вам скажу, ребят. Вот все вот эти вот танцы, которые мы наблюдаем, вот смотрим вот в кино, это очень сложно. Это физически просто не то, чтобы там все это запомнить, это просто круто вот на самом деле. Испанское искусство фламенко объединяет в себе 3 составляющие – танец, вокал и игру на музыкальном инструменте. Как правило, это гитара. Исполнители фламенко уверяют, чтобы его танцевать, не нужно никаких специальных способностей. Главное – сердце и душа. Yo siempre digo que mientras bailen de corazón siempre se puede bailar a cualquier edad, empezar más tarde, más temprano, no importa, pero bailar siempre con el alma, con el corazón, a cada uno a su nivel, sin prisa pero sin pausa.
В любом возрасте можно начать заниматься этим танцем. Нет преград по возрасту. Главное, чтобы было сердце участвовало и душа в танце. Впрочем, как показала практика, это не совсем так. Кое-какие навыки все же нужны. Главное – чувствовать ритм. Компас – это фундамент, на котором строится танец. Страстный испанский танец фламенко заключает в себя много движений бедрами и четкие ритмы. В принципе, топать у меня получилось хорошо, но движения бедрами не очень выдают. Хватит меня мучить.